Назрановский дворец культуры собрал под своим сводом различные хореографические и музыкальные коллективы со всей большой России. Более 100 участников из республик Северного Кавказа, а также Московской области, Казани, Удмуртии и многих других субъектов и городов страны показывают свои таланты в международном фестивале-конкурсе «Золотой орел». Меня зовут Александра Бреннер, я из города Воткинска, это родина Петра Ильича Чайковского, Удмуртия. Мне предложили участие мои руководители студии «Окошки». Я согласилась, и мне было очень приятно здесь выступать. Сам конкурс шикарно организован, добрые люди, хорошие зрители, умная жюри. Мы приехали из Владивостока. Какие номера вы сегодня показали? Я танцевала казачий пляс, а также наш ансамбль танцевал танец «Быть удобной», «Пробуждение», «Мир, любовь, дети» и «Яблочко». На суд жюри и зрителей представили 87 номеров. Фестиваль разножанровый. Дети не только показывают свои таланты в танце, в вокале. На сцене маленькие непоседы четко и с расстановкой читают любимые стихи. Полотенце вокруг головы, очень свирепо болеют львы. Заткнула девочка уши, нельзя ли потише, Кирюша? Пока одни коллективы радуют своими творческими подарками зрителей в зале, другие морально настраивают себя на успешное выступление. Получить шквал аплодисментов от публики и сразить жюри рассчитывают солисты ингушского хореографического ансамбля «СИК». Мадина Мистоева настроена на успех, ведь их ансамбль не раз получал первые места как во всероссийских, так и международных конкурсах. Я знаю, что мы на все 100% хорошо подготовились, все отлично, прям отлично все. Как ты думаешь, какое место получите? Гран-при и первые места. Каждый коллектив показывает несколько номеров. Богатую палитру танцев не только Кавказа, но и страны представил детский хореографический ансамбль «Мужичи», ингушский, русский народный, но заразил зал азартом и весельем дагестанский танец. Оценивают мастерство и талант выступающих одни из лучших хореографов, педагогов по вокалу, а также заслуженные народные артисты Ингушетии и страны. Вы знаете, все коллективы очень сильные и очень сложно жюри будет определить, какой же коллектив победит. Но я думаю, что все-таки все члены жюри достаточно лояльные, поэтому и подходить к вопросу мы будем также с любовью и пониманием. Мы оцениваем, естественно, исполнение, постановку, хореографическую постановку. И, естественно, все учитывается. Международный фестиваль-конкурс «Золотой орел» проводится в республике международным проектом творческого и личностного развития детей и молодежи «Дети 21 века» при поддержке Московского института культуры и Минкульта Ингушетии. Он проводится второй раз в нашей республике. Приехавшие на конкурс участники представляют Центральный федеральный округ, это так называемое «Золотое кольцо», Владимир, Кострома, Суздаль и так далее. Северокавказские республики, большое количество, поэтому мне кажется, что нам будет интересно. В рамках конкурса участников также ждут различные мастер-классы от российских и ингушских педагогов, выставки декоративно-прикладного искусства, экскурсию по достопримечательностям региона. Участникам и гостям фестиваля уже провели. У вас очень красиво, прекрасные места, прекрасные виды, все зелено. То есть такая разница между нашими республиками. У нас еще зима, у нас еще лежит снег, а у вас уже все зелено и расцветают. Итоги фестиваля подведут на большом гала-концерте чуть позже. Победители получат кубки, грамоты, дипломы. В рамках конкурса среди участников будут разыгрывать 5 гран-при. Дана Плиева, Исмаил Коригов. Новости 24.